Добрый вечер, Михаил Викторович. Добрый вечер, Михаил Ефимович. Еще раз поздравляю вас с прошедшим днем рождения, с высокой наградой. Прошу внимания на экран, я надеюсь, всем видно нашу презентацию. В начале своего выступления отмечу, что по данным Единого реестра субъектов МСП на территории Хангаласского района осуществляет деятельность 880 предпринимателей. Темп роста у нас очень хороший. Вообще я отдельно отмечу, что за бизнес Хангаласского района я не особенно беспокоюсь. У нас очень плотная связь и с агентством по туризму, и с центром «Мой бизнес». Бизнес Хангаласского района очень активно пользуется мерами поддержки. Одни из лидеров у нас предпринимателей Хангаласского района. Минпред ведет активную, целенаправленную работу совместно с администрацией района по развитию туризма на местах. В соответствии со стратегией развития туризма в Российской Федерации, я напоминаю, что до 1935 года она разработана, в республике мы разработали проект «Новая стратегия развития туризма в Республике Саха-Якутия» до 2025 года. И в частности, в план мероприятий по реализации стратегии включен проект туристско-рекреационного кластера республики в целом. Поскольку кластерный подход позволяет комплексно развивать территорию, применяя единую концепцию, не ограничивает количество муниципальных образований, предпринимателей, участников проекта, нами рассматривается развитие туризма в Хангаласском улусе именно в рамках ТРК «Лена». И во всероссийском конкурсе на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма в России, проведенный ОСИ, агентством стратегических инициатив, был разработан проект туристско-рекреационного кластера «Лена», который включен в топ-36 лучших проектов из 115 заявленных команд участников. В основу легли идеи, которые мы и с главами, и с бизнесом, очень много идей мы нагенерили в конце января текущего года, когда мы проводили стратегическую сессию в Хангаласском районе. Почти 100 человек у нас участвовало в данной стратсессии, очень активные бизнесы, участвовал и ученый мир, и наши муниципальное образование, поэтому сейчас, в принципе, у нас все включились в развитие проекта ТРК «Лена». Проект включает объекты туристской инфраструктуры, начиная с границы района до нацпарка «Ленские столбы». Предусматривается реализация 8 инвестпроектов, это и строительство гостиниц, это создание и развитие объектов транспортной и культурно-развлекательной инфраструктуры в населенных пунктах Хангаласского района, а также создание центрального хаба в селе Батамай как отправной точки для туристов. Проект туристско-рекреационного кластера «Лена» включен в национальную программу социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года, утвержденная соответствующим распоряжением правительства Российской Федерации от 24 сентября 2020 года. Кроме того, в рамках реализации проекта в 2020 году в нашей отраслевой госпрограмме разрабатывается проектно-сметная документация для дальнейшей подачи заявки на софинансирование строительства объектов из федерального бюджета по линии Ростуризма. Я напоминаю, что долгое время нас, в принципе, ограничивало как раз отсутствие ПСД, и поэтому мы сформировали новые меры поддержки, которой в Минпреде не было никогда. Вот в этом году у нас Хангаласский район стал одним из победителей, из получателей данной поддержки. Нельзя не отметить, как в сложившейся ситуации в туристской отрасли, вызванной пандемией, поддержка внутреннего туризма имеет особое значение. Туризм вошел в число отраслей, которые правительство Российской Федерации признало наиболее пострадавшими от последствий распространения коронавирусной инфекции. Но остановка туристских потоков, конечно, нанесла существенный ущерб и нескольким десяткам смежных отраслей, всем видам транспортных перевозок, культуре, отдыху и развлечениям, строительству, общественному питанию, розничной торговле и многим другим. Напоминаю, мультипликатор у сферы туризма 6, поэтому, конечно, у нас смежных отраслей очень много.
в связи с чем в рамках региональных мер поддержки малого и среднего бизнеса, которые мы разработали совместно с предпринимателями и в частности с туристским сообществом, была сформирована мера по субсидированию части затрат субъектов МСП, осуществляющих деятельность в сфере туризма, связанных с приобретением турснаряжения и благоустройством туристических баз. Максимальная сумма до 500 000 на один субъект МСП. У нас в том числе и предприниматели Хангаласского района воспользовались данными мерами поддержки. А в конце прошлой недели мы получили еще одни радостные новости. У нас 4 проекта республики стали победителями конкурса Ростуризма, федерального конкурса на предоставление грантов в целях реализации проектов, направленных на развитие внутреннего въездного туризма, и среди которых, среди этих 4 проектов, 2 это из Хангаласского района. В частности, это ИП Андреев Петр Николаевич с проектом строительства дополнительных объектов в туркомплексе Орту-Дайду и Прокопьев Анатолий Анатольевич, это Актем Парк, который подал проект глэмпинг в этнотуристическом комплексе. Все они получают максимально возможные суммы по данному федеральному конкурсу до 3 миллионов рублей. Средства гранта будут направлены непосредственно на развитие туробъектов и в качестве также мер поддержки предпринимателей гостиничной сферы Минпредом были предусмотрены средства и организована работа по проведению классификации средств размещения субъектов МСП. В том числе у нас гостиница «Стерх» Хангаласского района также воспользовалась данной мерой поддержки. Кроме того, напоминаю, что у нас меры поддержки по установлению пониженной ставки по СЭН для АКВ-79, это туроператоры в размере 3% с 2021 года. Сейчас мы готовим новую налоговую заявку для более расширенного перечня субъектов МСП. Ну и еще раз подчеркиваю, что у нас всеми мерами поддержки бизнес очень активно пользуется, именно бизнес Хангаласского района. Кроме имеющихся мер поддержки в целях реализации ТРК «Лена», Минпредом предлагается несколько мероприятий в 2021 году. Это гранты на создание современных круглогодичных домиков для туристов. Это тоже бизнес, именно занятый в сфере туризма, предложил данную меру. Субсидия на возмещение затрат, связанных с приобретением транспортных средств и созданием объектов придорожного сервиса в рамках отраслевой госпрограммы. В завершение также отмечу, что с 2021 года на территории республики будет реализовываться новый 14-й национальный проект по развитию внутреннего въездного туризма в Российской Федерации. Называться он будет «Туризм и индустрия гостеприимства». Ростуризм уже анонсировал этот проект. Туда вошли меры поддержки, в том числе по предложению нашей республики в лице Минпреда. Это гранты на поддержку проектов по созданию объектов, обеспечивающих инфраструктуры, строительство причалов, обновление круизных судов, субсидирование на чартерные внутренние перевозки, строительство гостиничных комплексов в рамках программы льготного кредитования, ну и многие другие меры поддержки. Утверждение нацпроекта планируется в декабре. И я уверена, что предприниматели Хангаласского района также очень активно примут участие в освоении этих федеральных средств в рамках нацпроекта. Таким образом, благодаря системной работе по развитию туризма и активной позиции предпринимателей и наших глав муниципального образования, наследников района Хангаласского, мы в данном направлении очень активно сотрудничаем, будем поступательно увеличивать турпоток в Хангаласский УЛУС, и благодаря мультипликационному эффекту от развития туризма на остальные отрасли бизнеса и экономику в целом ожидаем кратное увеличение количества рабочих мест и в целом повышение качества жителей района. Благодарю за внимание, готова ответить на вопросы. Спасибо. Спасибо, Ирина Сергеевна. Все знают, что Ирина Сергеевна у нас куратор Хангаласского района, поэтому, как говорится, Олегу Валерьевичу очень повезло, во-первых, да. Ирина Сергеевна, вопрос такой, вот этот новый нацпроект у нас в декабре, значит, только утверждается, финансирование только будет известно в декабре. Я правильно понимаю? Да, заявочная кампания тоже будет объявлена в декабре, то есть сроки заявочной кампании, возможно, это будет январь, может быть, чуть позже, но мы активно следим за развитием событий.
в контакте с Ростуризмом. Отлично, хорошо.